Назрань, Карабулак, Малгобек. Всего 9 команд со всех городов и районов республики. Задолго до начала соревнований участники готовятся к состязанию на силу и ловкость. Каждая команда представляет по 5 участников, никаких возрастных ограничений. Главное – опыт в работе с косой. Магомед Куштов родом из высокогорного села Байни. Ему 51 год. Всю сознательную жизнь занимается земледелием и фермерством, потому знает все тонкости этого нелегкого ремесла. Ишт якul мертволат дис. Мертв злат озр ишт хай битах. Я наконечники. Алеркиз арбер нознядат. Закона ишт удхал биз. Со хачбе чухба арба. Ну, в среднем между этим можно допускается 2-3 сантиметра. Впрочем, хорошая коса – это только полдела. Многое зависит и от того, кто ее держит. Абу Батыров уверен, что значение имеет все – и погода, и настрой. Ну а горожане похвастаться такими частыми работами на земле не спешат. Сотрудник Назрановской администрации признается, что выбрать из коллектива 5 человек, которые смогли бы с легкостью управиться с заданием фестиваля, оказалось не так просто. Но сегодня офисные работники подготовились и уступать соперникам не собираются. Я считаю, что каждый мужчина, каждый молодой человек должен уметь, даже сейчас современные технологии, несмотря на то, что есть электрические косилки и все, что с этим связано, с косой ничего не сравнится. Атмосфера пропитана национальным колоритом. Поддерживают участников и конный клуб. Всадники представили на фестивале лучших скакунов. Прокатиться верхом может любой желающий, но смельчаков оказалось не так много. К лошади нужно привыкать с детства, как Магомед Мержоев, который впервые сел в седло в 9 лет. Гости фестиваля смогли не только поболеть за участников, но и просто приятно провести время. Ингушская и узбекская кухни, живая музыка, прогулки верхом и конкурс названия самого меткого стрелка. Все это способствует популяризации сельского туризма. По итогам прошлого года наша республика заняла одно из лидирующих мест и вошла в десятку регионов по развитию сельского туризма в целом по стране. Поэтому для поддержания этой динамики и для роста именно этого направления туризма, событийного и сельскохозяйственного туризма, сегодня мы проводим вот такой праздник сенокоса. К полудню начинается самое интересное. Перед началом состязаний главный судья объясняет правила. Чтобы стать победителем в командном зачете, каждому участнику необходимо быстрее и лучше всех прокосить 20-метровую полосу травы. Каждому участнику команды отведено 20 метров. 20 метров прошел, оказывается, если у второго участника есть своя коса, ты отходишь. 2, 1, поехали! Самыми быстрыми оказались участники из Магаса. Их результат – 10 минут 36 секунд на 100 метров. Участники готовились к конкурсу всего 2 дня, но хорошая физподготовка и воля к победе сыграли им на руку. Старт команд Магас приняли, стартовали нормально, но очень устал. 20 метров – это слишком длинное расстояние. Учитывается не только скорость, но и чистота скошенной территории. Глава республики Инузбек Евкуров даже показал новичкам мастер-класс. Все 45 участников прошли свою дистанцию. Команда должна собрать сено, после чего комиссия проверяет, насколько качественно выполнена работа. Этот праздник надо развивать, приучать молодежь, чтобы они хотя бы знали, с какой стороны подойти к косе и как это все скосить. Но я думаю, молодежь заинтересовалась, все будет нормально. Организаторы приурочили фестиваль к месяцу сенокоса. Лучшими оказались участники из Джейрахского района. Команда РЗ Джейрахского района, ваши аплодисменты. Ну и подарок 3 барашка, которые также ждут своего победителя. Второе место забрали представители Магаса, а почетное 3-е за Назрановским районом. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.